Салям алейкум, хайрлах шамлар, витаю! В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 2 часа в этой студии с гостями, которые подключатся к нам в эфир, мы обсудим основные новости и события на 120-й день героического сопротивления Украины, украинского народа и всего цивилизованного, свободного мира российскому фашизму. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона +3 8067 63 46 130. Вы можете присоединяться к нам абсолютно бесплатно по Вайберу, а также звоните по скайпу atr.tv, это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы, нам важен ваш голос. И не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. Если вдруг не успели посмотреть в прямом эфире, заходите, смотрите, не забывайте, ставите лайки. Это крайне важная поддержка для Первого крымско-татарского. Таким образом, все больше и больше людей смогут увидеть наши программы, новости, которые мы делаем, которые непосредственно касаются временно оккупированного полуострова Крым. Я же рада представить гостя, который присоединяется к нашему эфіру. Це Андрій Рева, міністр соціальної політики України у 2016-2019 роках. Пане Андрію, вітаю вас. Салям алейкум. Доброго вечера всем. Пане Андрею, мы с вами впервые встречаемся за последние 120 дней в эфире. И, конечно, нашу беседу я бы хотела начать со следующего вопроса. Для вас 24 февраля широкомасштабное наступление России в таком виде стало неожиданностью или нет? Ну, я все-таки человек публичный, и можно проверить мои слова по выступлениям накануне 24 февраля. Я приблизительно где-то с декабря месяца говорил о том, что к тем сообщениям, которые нам дают наши союзники, прежде всего Соединенные Штаты Америки, Великобритания, нужно относиться очень серьезно. Потому что данные разведки у этих стран, они не вызывали сомнения у политического руководства Соединенных Штатов Америки, которое с ноября месяца 2021 года фактически заявляло о том, что вторжение неизбежно. Вы помните, какие меры предпринимали западные страны для того, чтобы обезопасить своих граждан? Были эвакуированы посольства практически всех западных стран из Киева, были перенесены. Было предупреждение всем иностранным гражданам о том, что нужно покинуть Украину. Были проведены очень серьезные меры по обеспечению безопасности как своих дипломатических, так и военных сотрудников. Вы помните, что из Сяворовского полигона были убраны все инструкторы, которые обучали украинскую армию. То есть, когда вот такие предупреждения на таком уровне звучат, к этому всегда нужно относиться серьезно. Я, наверное, был тех публичных деятелей, которые говорили о том, что нужно немедленно серьезно готовиться к всем неожиданностям, потому что нас ждет очень серьезная угроза вторжения со стороны Российской Федерации. Я все-таки думал, что это вторжение будет ближе к лету, учитывая то, что погодные условия все-таки не способствовали вторжению именно в то время, в которое Путин реально его осуществил. И кроме того, я считал все-таки, что российская армия будет иметь решительной целью вторжения в Украину, разгром украинских вооруженных сил, для чего они нужны, с моей точки зрения, как человека военного в прошлом, нужно было охватить украинские войска на востоке Украины, не допустив их переправы через Днепр, для чего нужно было, скажем, наступать севернее Харькова, не заходя в город, охватывая снизу, соответственно, большим охватом и изолировать их от остальной части Украины. Но, к счастью, политическое руководство Российской Федерации имело несколько иные виды. Они в качестве базового сценария вторжения в Украину взяли сценарий крымский 2014 года, где практически украинские воинские части были заблокированы на Крымском полуострове. Практически местное население в Крыму, кроме крымских татар, кроме украинских граждан, все-таки то основная масса, которую они потом представили как референдум, активно помогала
оккупантам. И, в общем-то, где-то без особой стрельбы, без особого кровопролития им удалось захватить Крым. И если вы помните, после этого был сценарий на Донбассе, когда пришел Гиркин, как себя повела местная власть в Славянске во главе с Нелли Штепой, которую потом судили за сепаратизм, как отдельные представители местных не только властей, но и граждан повели себя. Все это вселяло оптимизм в политическое руководство Российской Федерации. Я думаю, что многие наши политические силы, которые тоже пользовались определенным влиянием на избирателей Юга и Востока Украины, они убеждали Путина в том, что украинцы только то и делают, что ждут, когда придут освободители. Нужно будет только, так сказать, показать свою силу и мощь, и все разбегутся, все поднимут руки и так далее. То есть они просто стали жертвой своей же пропаганды в первую очередь? Ну, я думаю, что, понимаете, в чем дело? Когда человек сидит в бункере и получает информацию от внешнего мира только лишь через определенные каналы, причем эти каналы очень жестко отобраны, и, в общем-то, когда информация, которая по этим каналам поступает, она очень тенденциозна, ибо отражает больше все-таки точку зрения тех, кто ее подает и которые ориентируются на то, что хотят услышать. Когда человек, допустим, имеет альтернативную точку зрения, его, во-первых, никогда к этому каналу информацию не подпустят, а во-вторых, даже если подпустят, не факт, что эта информация будет воспринята тем человеком, который ее слушает. Поэтому Путин пребывал где-то в таком четком предубеждении. Представляете, все вот эти вот регионалы, или как они там сейчас, ОПЗЖшники бывшие, они рассказывали о том, что Владимир Владимирович, все готово, народ ждет, народ изнывает, вот только вот, ну как-то вот нужно, понимаешь, и так далее и тому подобное. ФСБшники через свою агентуру платную. Да, вот все там готово, сейчас все восстанут, там за оружие возьмутся, там будут встречать с цветами. У нас уже все готово, вот только вот форму не забудьте взять парадную, потому как нужно будет по Крещатику, значит, идти парадным маршем. Националисты, там, бандеровцы, там, активисты, вот как сейчас этот Арестович кричит, они все разбегутся при первых же, так скажем, выстрелах и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И вы понимаете, вот такой парадигме жил Путин. И всем было очень хорошо. Смотрите, деньги на ОПЗЖ и на все вот эти вот движения внутри Украины платила Россия. Они наживались, они ему врали, получали колоссальные прибыли. Украина, кстати, получала бензин и дизельное топливо из Беларуси по тому, значит, трубопроводу, который, значит, передали Медведчуку. Он себе даже золотой вагон построил, как показали после его ареста. Все они жили прекрасно в шоколаде. Там ФСБ там списывала огромные деньги на свою агентуру и говорили, что там у них все кругом, все абсолютно готово. Ну и так далее. И вот это длилось 8 лет, между прочим, с 2014 года. И потом в один прекрасный момент Путин настолько поверил, что вот это все правда, что он дал команду на проведение, как он называет, специальной военной операции. И самое интересное, что вот именно вот эти установки политические, они лежали в основе плана на вторжение. Потому что Генеральный штаб, это орган военного управления, он планирует военную кампанию, исходя из общей политической оценки ситуации. И вот если ему такие оценки давали, то как он должен был планировать эту кампанию? Скоротечная кампания, максимум 3 дня. Раз в 3 дня, значит, мы не столько воюем, сколько наша задача выдвинуться из пункта А в пункт Б. Там, чтобы колонна, не дай бог, там не потерялась. Значит, бензин и солярку нужно планировать на 3 дня. Сухпайок солдата на 3 дня. Боекомплект на 3 дня. В бой не вступаем, обходим. Узлы сопротивления и так дальше. И вот когда такой сценарий закладывается во время, при подготовке к военным действиям, вы же прекрасно понимаете, к чему это приводит, если эти политические установки были неверны в своей основе. Вот то, с чем столкнулась российская армия, вторгшись в Украину, это было очень холодным душем для всей российской правящей верхушки. И если бы наше военно-политическое руководство не было таким беспечным, таким безалаберным, таким безответственным, таким инфантильным, таким наивным, таким глупым, поверьте мне, сегодня мы бы не говорили о том, что оккупирован юг,
есть проблемы на востоке Украины. А что произошло, как вы думаете, вот с южной частью материковой Украины? Это банальная зрада? Ну, давайте с вами будем откровенны. Ясно, что оборонять юг Украины очень сложно. Лесов нет, равнинная местность и так далее, и так далее. Поэтому если нет естественных препятствий, для того, чтобы остановить продвижение вражеских войск, вы должны создать им искусственные препятствия. А вот что касается искусственных препятствий, там возможностей для создания этих препятствий более чем достаточно. Чангар, перекоп, дамбы, мосты. Все это дело готовится в инженерном отношении, минируется, и в день X по команде происходит подрыв. И пока вы будете наводить переправы, пока вы будете искать брод и прочее, 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 вы потеряете очень много времени, и вы не сможете быстро действовать. За это время можно перебросить дополнительные силы, оборудовать дополнительные позиции, укрепиться и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, если российская армия победным маршем прошла через Перекоп и Чангар, и все вот эти сооружения не были взорваны, если в 9 утра, то есть через 3 часа после начала вторжения, русские оказались в Херсоне, а через 2 дня они оказались уже под стенами Мариуполя, пройдя победный марш, то это говорит только лишь об одном. Это полное предательство тех должностных лиц, которые должны были обеспечить контроль над югом Украины. И сколько бы нас не убеждали, безалаберность, там, я не знаю, ой, там они там, как его, Арестович, там еще более грубые слова употреблял, не хочу. Но это все попытка отвлечь внимание от главного. От того, что было явное предательство при подготовке к отражению вторжения. Я хочу напомнить, что разминирование всех этих участков. Кстати, вопрос сейчас о разминировании очень интересно стоит. Они начинают рассказывать, он не разминирован, он просто не взорван. Никто его не разминировал. Знаете, почему они так говорят? Потому что, во-первых, проверить невозможно. Потом, когда его русские разминируют, они говорят, видите, было заминировано, а вот русские разминировали. А оно было заминировано. Но это же ложь. Они разминировали Перекоп до Каланчака. И, собственно говоря, даже докладывали президенту Зеленскому, що ми там будуємо хаб для того, щоб було зручніше людям. Ну, а для того, щоб хаб построить, какие там могут быть мины. Это все было разминировано. Это было откровенное предательство. И вот эти должностные лица, которые это сделали, они должны ответить. Их надо привлечь к уголовной ответственности. И в рамках расследования допросить очень серьезно на предмет того, почему это было сделано. Хвастался об этом товарищ Ермак, хвасталась об этом Ирина Верещук, сотрудница бывшая Медведчука. Все эти люди так или иначе были причастны к тем событиям, которые произошли на юге. И их надо допросить в рамках уголовного производства. Но, к сожалению, как нам сказали, не на час. Будемо чекати кращих часів. В чем эти кращие часы, я, честно говоря, до конца не понимаю. По Херсону, вот на ваш взгляд, какие цели преследует Российская Федерация? Почему? Потому что очень много различных звучит заявлений. Такое ощущение, что правая рука не знает, что делает левая. Песков говорит о том, что не может быть речи о проведении какого-то там референдума по инкорпорации этой территории, потому что не обеспечена безопасность. Там Мединский, Хаснуллин приезжают туда, говорят, что вот мы готовимся интегрировать эту территорию в состав России, там рублевую зону вводят и так далее. То есть что они планируют делать с Херсонской областью, на ваш взгляд? Ну, смотрите, как мне кажется, мое представление, что они вообще-то цели военного вторжения в Украину постоянно пересматривают. Так. На первом этапе, когда было официально заявлено о проведении так называемой специальной военной операции, было сказано, что это демилитаризация, денацификация Украины там, и так далее, и так далее, и так далее. Но речь шла о смене власти в Украине и фактически о ее прекращении как существования как независимого государства. Они это даже называли окончательное решение украинского вопроса. По аналогии с Гитлером, который считал, что вот он в результате Второй мировой войны окончательно решить еврейский вопрос. Не только еврейский, там и славян должны были уничтожить, и ромов, и прочие народы, которые он не относил к корейцам. Ну, сорняки не должны в саду цвести. Значит, надо дать возможность только благоухать цветам культурным, то есть арийцам, а все остальное нужно прополоть.
Вот где-то подобные же мысли были и у Путина, когда он начинал эту военную кампанию. Он обратился к военным: берите власть в свои руки, давайте будем договариваться, долой всех этих наркоманов и прочих, 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 вот, и освободим страну от нацизма. Когда они получили по зубам под Киевом, они скорректировали свои планы, потому что они своим там внутри страны сказали, что задача идет защита населения Донбасса. И вторая часть марлезонского балета, это вторая часть операции вот этой, она началась где-то в середине апреля наступлением на Донецком и Луганском направлении. Задачей выйти на границы Донецкой и Луганской областей. 2 месяца там идут упорнейшие бои. Они поменяли тактику, они теперь уже не ходят колоннами большими, которые наши уничтожали, когда они наступали на Киев. Они теперь применяют тактику выжженной земли, когда артиллерия уничтожает на десятки километров, 10-20 километров перед ними все живое. Потом они идут в наступление. Если там оттуда идет огонь, они опять отходят, опять начинают артиллерийский обстрел и добиваются того, что все, что перед ними уничтожено, и только потом они медленно-медленно таким образом продвигаются, пользуясь тем, что огневое преимущество пока на их стороне. В отдельных случаях это даже 1 к 10, то есть на каждый выпущенный наш снаряд они пускают 10 своих, а на участках основных до 20 снарядов к одному они выпускают. Если учесть, что свыше 90% потерь личного состава у нас и у них, кстати, от артиллерийского огня, вы можете понять, какое значение имеет огневое преимущество в артиллерии, которое на сегодняшний день имеют российские войска. Но, несмотря на это, только лишь уничтожая все перед собой, они 2 месяца медленно, шаг за шагом продвигаются. Поэтому, когда вот они поняли, что глобальных целей достичь невозможно, они поставили перед собой цели более скромные. Более того, сказали, что мы это и имели в виду. То есть мы должны выйти на границы Донецкой и Луганской области, но раз уж подвернулась Запорожская и Херсонская область, ну не отдавать же ее назад. Помните, как герой фильма говорил: Астрахань взяли? Говорит, взяли, от этого поторопились. Не вели казнить, вели миловать. Ну что же, говорит, раз взяли, отдавать ее назад не будем. Так вот и с Херсонской областью, с Запорожской. Раз оно нам упало просто так, значит мы ее отсюда, мы ее уже никому не отдадим. После Крыма, когда они попытались, помните, вот этот вот фарс провести в виде референдума, который все равно мир не признал, играться вот в эти вещи потеряло смысл, потому что никого обмануть народным так называемым волеизъявлением уже не получится. Поэтому они сначала там референдум, когда увидели настроение народа, они поняли, что они даже картинку для российского телевидения нормальную не создадут. То зачем играться? Раз мы уж пришли завоевывать, значит будем завоевывать. Ну, тогда это делает его может сделать его более жестоким, более радикальным, более непредсказуемым, если они уже не хотят играть просто вот как было в 2014 году. Скажите, Гульсун, а что из жестокого арсенала жестокости они не использовали? Да, сейчас? сегодня мы видим весь арсенал жестокости, это правда. Разве существуют для них какие-то запреты, когда они запускают крылатые ракеты по каким-то объектам? Будет это жилой дом, больница, там, школа, там, либо просто какой-то, скажем так, объект гражданский. Они просто уничтожают и потом рассказывают о том, что там было якийсь националистичный осередок, либо скопление техники, либо что-нибудь еще. Но есть оружие, которое они еще не применили, оружие, тактическое ядерное оружие, о котором сейчас многие говорят. Что думаете по этому поводу? А вот тут они боятся его применить. Это откровенно. Я вам говорю, потому что натовцы придумали интересную схему. Мало кто обратил на это внимание. Ответил Путину Борис Джонсон. Он сказал, что если Путин применит ядерное оружие, применит его Великобритания. Не США, Великобритания. Это очень интересное заявление. Почему? Потому что если Путин применит ядерное оружие в Украине, а, скажем, Великобритания применит его против России, Россия должна будет ударить по кому? По Великобритании, правда? Да, ответ Если она ударит по Великобритании, она получит удар США, первый удар. Как удар возмездия, который должен был быть по США, но она же должна будет ударить по Англии. Вот если она ударит по Англии, она получит тут же ядерный удар по своей территории. А для нее это смертельно опасно. Ведь вы поймите главное, несмотря на огромное количество ядерных боезарядов в той же России, проблема у русских состоит в средствах доставки. Теми ракетами, которые находятся на ее территории, теми ракетами, которые стоят на подводных лодках. Ведь по большому счету, ведь до последнего времени
основы ударной мощи ракетных войск стратегического назначения, как они там называют, воздушно-космических войск, там, РВСН, были ракеты Днепропетровские, СС-18 типа «Сатана». Потом они начали перевооружаться, придумали там свои вот эти вот вещи, но летали они, мягко говоря, слабо. И я вам скажу откровенно, что при том уровне деградации вообще их военно-промышленного комплекса, который произошел после развала Советского Союза, не факт, что они вообще полетят. А если полетят, то непонятно куда. Кроме того, нужно понимать технологическое превосходство Запада, особенно в том смысле, что сейчас без шума и пыли они создали достаточно мощную систему противоракетной обороны. И, по сути, они способны сбивать огромное количество баллистических ракет, которые полетят с территории России. Но давайте будем откровенны. Если израильтяне создали железный купол, способный сбивать небольшие ракеты «Кассам», которые, в принципе, перехватить очень сложно, маленький объект, небольшое расстояние, высокая скорость, то представьте себе, какие технологические возможности у США по перехвату баллистических ракет, которые будут лететь через континент на дальность свыше 8 тысяч километров. И по времени, и по высоте, по скорости, и так далее, и так далее, и так далее. То есть говорить о том, что эти ракеты способны достигнуть будут Соединенных Штатов и нанести им существенный ущерб, будет очень сложно. Что касается подводных лодок на боевом дежурстве, то Атлантический океан сегодня это практически территория, которая полностью прослушивается, просматривается. Я убежден, что существуют определенные способы защиты даже от старта ракет с этих подводных лодок. Поэтому, если говорить об обмене ядерными ударами, то россияне прекрасно понимают, чем это все закончится. Более того, я вам скажу, если у них даже мысль возникнет о нанесении ядерного удара, у них еще за спиной находится Китай, который вообще-то не очень доволен тем, что сейчас происходит, с моей точки зрения, потому что Путин обещал ему очень быструю победу и в короткие сроки. Все это дело затянулось, и теперь втягивается в это дело и Китай. Потому что все на него давят с точки зрения, что давай принимай участие в санкциях и так далее, потому что будут проблемы. И он видит, что сейчас вместо ослабления Запада, Запад, наоборот, сплотился. В результате этой войны, результат ее прямо противоположен тем, на которые рассчитывал Путин и на которые рассчитывал Си Цзиньпин. А раз там, то Китаю это очень не нравится. А считаете ли вы все-таки... Даже тактическим ядерным оружием, Путин как минимум должен проконсультироваться со старшими. Но я не уверен, что старшие ему скажут, давай вперед, и мы там за тебя там подеремся. Так не будет. Ну вот когда мы говорим про сплоченность, про консолидированность коллективного Запада, скажем, назовем его таким, хотя многие говорят, что уже коллективного Запада как такового нет, но все же, считаете ли вы достаточную ту поддержку, которую сегодня оказывают наши западные партнеры, учитывая, что в принципе беззубость, можно сказать, Запада в 2000, 2008, 2014, собственно, привела к тому, что сегодня посредине Европы идет полномасштабная война? Вообще-то Запад всегда таким был. Если вы помните, вот берем историческую перспективу перед Второй мировой войной. И по большому счету, почему Гитлер начал Вторую мировую войну? Он тоже презирал Запад, он считал, что он слабый. Он там раздираемый внутренними противоречиями. Там Англия с Францией воевать не хотят, там Польша что-то обещали, будут делать, не будут и так далее, и так далее. Он считал, что человек, у которого есть железная воля, который способен сплотить общество внутри страны, легко разделается с Западом. И, в общем-то, на этом была построена вся его теория блицкрига, наступления и победы в конечном итоге. Но когда война началась, вы же помните, чем это. Да, ему удалось захватить Польшу. Перед этим Запад пытался с ним договориться. И проглотил захват Австрии. Дескать, аншлюз, ну что поделать, там же нет немецкоязычного населения, значит, не хотят, пускай объединяются. Дальше, значит, Чехословакия, там сели, договорились без чехов, отдали им территории Судетские, да? Потому что там, чтобы не унижали там, значит, вот, условно говоря, Австрия это была Крым, а Судетская область это был Донбасс. Только в тот момент они отдали этот Донбасс, Судет, в расчете на то, что Гитлер не пойдет дальше. Гитлер сказал, все нормально, я человек ответственный, больше этого не повторится. И Чемберлен, который привез договор с Гитлером, его встречали в Лондоне, сказал, я привез вам мир, смотрите, вот все. Все хлопали в ладоши. И буквально через несколько месяцев, в марте 1939 года, Гитлер захватил всю Чехословакию. То есть, если бы отдали Донбасс, если бы сейчас вот наших
условно говоря, мы подписали капитуляцию, отдали Донбасс, через некоторое время он бы оккупировал всю Украину. Без всякого сопротивления. Вот, в принципе, какова была перспектива. Но вот когда он оккупировал Чехословакию, Запад сказал, все, вот следующее, вот мы сейчас покажем и так далее. Что делает Гитлер? Он договаривается с Советским Союзом, пакт о ненападении, пакт Молотова-Риббентропа, и делят Польшу. Англия и Франция объявили войну, но воевать не стали. Они сидели там, ждали, пока Гитлер на них нападет. Гитлер захватил Польшу, Советский Союз захватил Латвию, Литву, Эстонию, попытался неудачно захватить Финляндию. И потом в мае Гитлер 1940 года наносит удар, громит Францию и Англию. Англичане успевают уйти из Дюнкерка, там вывезли 338 тысяч человек, бросив всю тяжелую технику. Франция капитулировала. Гитлер на вершине триумфа. И что? И начинается битва за Британию. Для того, чтобы захватить Британию, нужно преодолеть пролив Ла-Манш. Там английский флот. Чтобы его парализовать, нужно господство в воздухе. Начинается воздушная битва за Британию. И Британия ее выигрывает. Это было первое поражение Гитлера. Премьер-министр Черчилль, который сказал, мы будем драться. Мы будем драться на пляжах, в полях, в лесах, в горах, городах. Мы будем драться. Мы победим, но мы никогда не сдадимся. Сегодня Джонсон напоминает вам Черчилля? Понимаете, Джонсон пытается копировать Черчилля. Но все-таки, понимаете, Черчилль это была более серьезная, более масштабная фигура. Начнем. Я не в обиду Борису скажу. Потому что Черчилль был все-таки лауреатом Нобелевской премии в области литературы. Это был очень талантливый человек. Кстати, Джонсон был тоже журналист, да? Но Черчилль получил Нобелевскую премию в области литературы. Дальше Черчилль принимал участие в военных конфликтах. Он в качестве офицера британской армии воевал и в Африке, в Суданскую, значит, в нескольких кампаниях. Он был первым лордом адмиралтейства в Первую мировую войну, одним из авторов вот этой Галиполийской операции в 16 году на территории Турции. Дарданельская операция. Черчилль был политиком консервативной партии, причем постоянно он был в меньшинстве. Его считали экстремистом, изгоем, там, и так далее, и так далее, и так далее. И вот в годы войны он стал премьер-министром. Это был человек, выдающийся во всех отношениях. И то, что Борис Джонсон пытается копировать Черчилля, это очень хорошо. Это говорит о том, что это очень умный человек Борис Джонсон. Это человек, который хочет быть похожим на этого великого человека. Я очень хотел бы, чтобы он в конце концов достиг тех высот и вершин, которых достиг Черчилль. Тем более, что сейчас он пользуется огромной поддержкой со стороны простых британцев, которые полностью на стороне Украины. И это очень важно, потому что британцы — это великая нация. Если британский народ стоит жестко за Украину, можете не сомневаться, что это очень серьезный фактор поддержки и помощи и будущей победы. Назовите мне войну, в которой Британия проиграла за последние 300 лет. Война с Наполеоном, Британия сверху. Первая мировая война, вы же понимаете, Вторая мировая. Там же Крымская война против России, которую Россия говорит, которую никогда не проигрывала. Проигрывали Крымскую войну. Севастополь взяли французы с англичанами. Наполеон III. Кстати, по поводу Крыма. А? Да, кстати, по поводу Крыма. Это вопрос, который интересует большинство нашей аудитории. Как Крым будем возвращать? Крым можно вернуть только военным путем. Это было с самого начала понятно, с момента его оккупации и так далее. Сегодня, когда началась война, уже не прикрытая, она может быть закончиться только, у нее есть только два возможных исхода. Либо поражение и оккупация, уничтожение Украины, либо поражение и распад Российской Федерации. Третьего варианта нет. Любое перемирие, там, типа Минск-2, Минск-3, Минск-4, Минск-10, это просто передышка перед следующим этапом войны. Путин вошел в 2014 году в войну, которая не имеет мирного решения. Война идет не за территорию, не за, скажем, пограничный столб 200 метров, 300 метров сюда или 200 метров туда. Речь идет о существовании. Путин считает, что Украина не должна существовать. А Украина должна понимать, что до тех пор, пока существует Российская Федерация, как империя, она не сможет существовать спокойно. И более того, не смогут существовать спокойно другие страны, которые соседствуют с этой империей. Одно дело, когда Путин напал там на Грузию,
или там, когда Россия там мутила воду в Приднестровье там, или что ли, где-нибудь еще. Сейчас они решили попытать счастье в Украине. Посмотрите, какая реакция в Казахстане. Да, И вообще, кстати, президент Такаев очень делает смелые заявления в последнее время. Он ну, понимает, что лучше Путин давайте все... вот поставим себя на место президента Такаева. Вас пригласили на Петербургский форум. Вы, конечно, туда ехать не хотите, потому что никто не поедет, Да, кроме маргиналов и фриков. Но, как говорится, вам же помогли в январе месяце там удержать власть. Поэтому вы едете туда. Вы садитесь вместе с президентом Путиным. И у того начинается, извините меня, извержение вулкана его мыслей. Он начинает рассказывать, что что такое Украина? Это вообще какое-то искусственное понятие. Украина пришла в империю с 3 областями: Черниговской, Киевской и Житомирской. Почему он туда Житомирскую приплел? Он, очевидно, ему рассказали историю, что Богдан Хмельницкий контролировал территорию Подольского, извините, Братславского, Киевского и Черниговского воеводства Польши. И вот он это себе так вот прочитал, что это была Черниговская, Киевская, Житомирская область. Хотя Братслав — это под Винницей, где я сейчас нахожусь. Вот, а остальное, дескать, мы им все подарили, и вот теперь и прочее. Вот вы сидите, вы президент Казахстана. И в свое время Путин при Назарбаеве говорил о том, что вот Назарбаев великий человек, потому что никакого Казахстана не было, а вот он создал государство, какой молодец и так далее. Вот то, что Путин говорит в отношении Украины, вы на себя накладываете? То есть если он говорит о том, что Украины нет, что мы там все им подарили, и они такие неблагодарные, то завтра к кому он обратится с такими же претензиями? К вам. А такой человек умный, он сидит и слушает. И как он отвечает? Вот он начинает отвечать адекватно. То есть вы нам хамите откровенно. Мы тоже вам это будем делать. Только культурно и вежливо. Что там вы хотите? Санкции. Ну да, мы союзники, мы же это, да. Но санкции и санкции, мы их будем соблюдать. Вы хотите, спрашиваете, признаем ли мы там ДНР и ЛНР? Ну так вы же понимаете, к чему это приведет. Это же хаос будет в мире, поэтому мы это делать, естественно, не будем. Дальше вот там журналисты спрашивают, вот вы, говорит, если кто-то думает, что мы после того, что нам помогла не Россия, а ОДКБ, если кто-то думает, что мы после вот этой помощи станем на колени и будем там руки целовать, так это зря. И вот он таким вот образом поставил этого человечка на место. Мгм. Потому что после этого прекратилась отгрузка нефти в Новороссийском порту, а Такаев тут же прекратил транзит угля через Казахстан. И я убежден, что Путин главное понимает, что Такаев не просто так сказал, а потому что у него есть за спиной поддержка 2 очень неслабых игроков. Это Турция и это Китай. Китай, да. И если, когда Такаев сказал, что миссия этих миротворцев закончилась, они должны уйти из Казахстана, они ушли тут же. Как вы думаете, почему они так вот? Они Такаева только послушали? Или кто-то им просигнализировал, что, ребята, все, давайте сворачивайтесь, вас здесь быть не должно. Вот почему он так и говорит. И Путин понимает, что Такаев говорит не просто так, а ощущая то, что у него за спиной есть те, кто его поддержит. Вот точно так же было и с Украиной. Но как Путин считал, что за ее спиной Запад, вот как вы сказали, слабенький, никудышний, того мы разведем, того мы обманем, того мы купим, тот испугается, тот еще что-нибудь. И как-то вот мы вот пропетляем и захватим, и они сами разберутся. И ключевым фактором сплочения Запада явилось поражение Путина в Украине, когда Блицкриг был провален. Вот, знаете, вот как упала пелена перед глазами западных руководителей, которые просто боялись Путина, просто боялись. Они считали, что противостоять России невозможно. И вот это чудо, которое я для себя называю чудо на Ирпене, по аналогии с чудом на Висле, которое поляки в 1920 году сделали, разгромив Красную армию у стен Варшавы. Вот это чудо на Ирпене сделало возможным и консолидацию Запада, и ту западную помощь, которую мы сегодня получаем. Дякую. Мы сегодня ее получаем с точки зрения необходимости победы еще недостаточно, но она нарастает. Обучаются наши солдаты и офицеры владению западной техникой. Мы переходим под натовские стандарты, начиная с артиллерии на 155-мм калибр. Сейчас уже внесен законопроект в Соединенных Штатах Америки о том, что украинские пилоты должны обучаться на самолетах F-15, F-16. Уверен, что придет время, будут нам поставлять и леопарды, и абрамсы танки, и прочие системы
бронетехники, которые являются современными, которые лучше, чем у русских. Будут поставлять дроны «Камикадзе», «Switchblade» 600 в достаточном количестве, так же, как поставляют «Джавелин», как поставляют «Энлау», как противотанковые средства. При поставке дронов «Камикадзе», вот мы недавно смотрели, элементарный дрон «Камикадзе» упал на Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод. Он вообще никакой был. Тихоходный, маленький, но он упал и вызвал страшные там потрясения. Ну, это правда, представьте да. себе, дрон «Камикадзе» способный уничтожать танк на расстоянии 40 километров. Вот российская артиллерия ведет огонь в 20-30 километрах, и тут сверху падает дрон «Камикадзе» прямо на эту пушку. 9 трупов, то есть 9 обслуживающих, плюс пушки нет. А если таких 10 дронов, вот вам вся батарея уничтожена. Причем с расстояния 40 километров. Ведь это же буквально недалекое будущее. И Дякую вот это вам дуже. технологическое преимущество русские не смогут преодолеть. Они могут создать еще 1000 там, танков, и, там, 20 тысяч еще каких-то артиллерийских систем. Но если она будет уничтожаться вот таким вот образом, Мгм. никаких шансов у них победить Украину в принципе нет. Это война технологий. Это совершенно другой тип войны. Сегодня мы вынуждены воевать старыми методами, потому что у нас недостаточно нового высокотехнологичного оружия. Ну, Но по мере продвижения вперед мы будем получать его больше. И вот будет то же самое, что происходит сейчас с Черноморским флотом российским. Будем следить за событиями и продолжать обсуждать в наших эфирах. Дякуємо вам дуже, пане Андрію, що знайшли время і підключились к нам в ефір. Слава Україні! Андрій Слава. Рева був з нами на прямому зв'язку. Міністр соціальної політики 2016-2019 роках. Сегодня Европейский парламент принял резолюцию с призывом предоставить статус кандидата на членство в Европейском Союзе для Украины и Молдовы, а также поддержать европейскую перспективу Грузии. Об этом поговорим с пані Соломією Бобровською, народною депутаткою України, об'єднання «Справедливість», секретар Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Пані Соломія, вітаємо вас. Селям алейкум. Доброго дня, вітання вам. Слава Доброго Україні. дня. Героям слава. Статус кандидата в членство Европейского Союза для Украины. Что это означает? Гарантирует ли это нам вступление в ЕС? Ви знаєте, попри те, що я категоричний євроінтегратор, безперечно, я би не була би такою категоричною про те, що Україна отримає з цим кандидатством однозначне членство так швидко, так як ми цього хочемо. На жаль, цього не відбудеться, і ми знаємо добре історію інших країн, зокрема Сербії, яка вже 6 років має кандидатство і невідомо, коли буде мати членство. І мені видається, що такі речі, стільки зусиль, які Україна дала сьогодні за останні 4 місяці довести Європейському Союзі, що ми можемо отримати статус кандидата, вони є надзвичайними. І мені прикро, що європейці хотіли би доведення цього зі сторони України, а не дати його це кандидатство буквально там в березні-квітні місяці, коли це буде цілком реально. Тим паче це не членство, а лише кандидатство. Але для наших громадян, безперечно, це і для нас всіх це однозначна зелена карта, дорога, єдино визначена це парасолька під Європейським Союзом і подалі від Москви. Не можна згадати про свій трек, по якому працюю, це є трек натівський, де, на жаль, залишається політика відкритих так званих дверей, але на сьогодні нам не готові давати ані кандидатство, статус теж, ані говорити глибше про те, коли Україна зможе бути членом Альянсу. І мені видається, що це якраз той шлях, до речі, який завжди проходили країни перше НАТО, потім Європейський Союз. І мені прикро, що сьогодні Україна знову доводить, чому вона гідна і чому Україна має бути в парасольці саме натівській, а не будь-якого іншого альянсу. А чем это обусловлено среди европейских парламентариев, с которыми вы также имеете коммуникацию? Вот почему не видят Украину в ближайшей перспективе в Европейском Союзе или в Альянсе Североатлантическом? Ви знаєте, мені видається, що для цього є декілька обґрунтувань і пояснень. В першу чергу, ми не залишаємося крайня Східна Європа, яка є складною для них, складною для їхнього розуміння. І Грузія, Україна, Молдова – це проблемні країни. Плюс наш ринок є величезний, споживчий ринок величезний, виробничий ринок є не менш великий.
І попри те, що може бути ринком збуту для їхніх товарів, ці відкриті кордони, які в принципі так і відкритими, вони все ж таки десь в економічному плані, соціальному їх насторожують. Більше того, мені видається, що Україна для них є нестабільною країною з нестабільною політичною ситуацією, якщо ми забираємо війну, та що було до війни, як себе Україна вела до війни, і відповідно казуси, які можуть виникати під час роботи з Україною, вони не передбачувані, давайте будемо відверті, навіть для українців. І коли прем'єр може змінитися щороку, мінятися, або умови економічні в нас нестабільні, що тиск на бізнес є очевидним і скандалом, зокрема європейським, як були певні прецеденти, і не одні, на жаль, в Україні, вони показують, що все ж таки в нас дорога з нашими зобов'язаннями, виконаннями антикорупційної політики, судової реформи, реформи держсектору умовного, чи реформи, що стосуються ринку, економіки, вони є далекими від тих, що ми мали спільну мову однаково з країнами Європейського Союзу. Ну, і звичайно, Центральна і Західна Європа, вони є старожилими, зрозумілими, стабільними, спокійними, без коливань, без сусіда східного, який здатен впливати не лише на безпекову ситуацію, але в першу чергу і на політичну, і на економічну. Ми мусимо це визнати і сказати, що це так наші слабкі сторони, і від них починати відмовлятися. Еще несколько вопросов по поводу переговорного процесса, в особенности переговорного процесса по экспорту украинского зерна. Сегодня министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на встрече с министром Великобритании Лиз Трасс заявил, что им удалось достигнуть определенных договоренностей по поводу экспорта украинского зерна. И он сказал, что будет создан Центр управления и безопасная зона сразу за пределами украинских территориальных вод. Что это означает, как вы думаете, все-таки приведут ли к какому-то конкретному результату попытки Турецкой Республики разблокировать этот вопрос? Кто заинтересован в первую очередь в разрешении этой проблематики? Ну, по-перше, це означає, що хоча б переговори йдуть, щоб морем можна було би експортувати зерно, тому що сухопутні коридори, які розглядаються через Польщу і Балтійські країни, вони є надзвичайно складними, довгими, і вони не здатні пропустити величезний об'єм зерна, який має Україна, так як це пропускає море. Сухопутка не здатна до такого експорту. Це перше. А друге, це означає, з іншої сторони, що Україна повинна забезпечити сама безпеку 12-мильної зони, яка є економічною зоною України, її територіальними водами, безпекою виходу суден з наших портів. Зважаючи на те, що море є заміноване, в тому числі обидвома сторонами, мені видається, що це якраз може бути цілком без гарантій країн, які беруть участь в переговорах, можуть бути провокативними діями і не факт, що гарантійними з точки зору безпеки. Ось, на жаль, мій висновок наразі такий. Я не знаю, які насправді переговори йдуть кулуарно, не публічні, які є моменти домовленостей, але ще раз хочу наголосити, що момент виходу зерна до 12-мильної зони, які належать Україні, вони повинні бути максимально безпечними для суден, екіпажу, товару, зважаючи на воєнні обставини і умови, в тому числі в морі. Ну і про Азовське море ми можемо закривати цю тему, вона є в принципі нереальною, і це мова може йти лише про порти Южний, Одеса, Чорноморськ, Рені та Ізмаїл. Ну и даже преодолевая 12-мильную зону, кто может нам гарантировать безопасность прохода украинских судов? Ну, і ще раз, 12-мильну зону української території ніхто, крім України, не може гарантувати. Хіба це має бути домовлення, знову ж таки, країн, які є членами переговірної групи. Але вони саме на сьогодні чітко заявили про те, що вони готові забезпечити після 12 миль безпековий прохід. Як судно вийде, умовно, з Одеси чи Чорноморська, по розмінованому морю, в тому числі максимально безпечно,
Наразі я не можу прокоментувати. Це має бути військові дії, певні моменти і погодження з українською стороною. И, пани Соломея, последний вопрос, который мы задаем всем нашим гостям, вопрос, который интересует нашу аудиторию, это Крым. Как мы будем возвращать полуостров? Гарне дуже питання. Ви знаєте, мені видається, що Крим, який мав би бути темою для обговорень і який зайняв би 5-10 років, коли про цей момент говорили в березні місяці як одна з умов переговорів, можливо, вона мала би сенс. Мені важко прокоментувати, наскільки сьогодні українські війська готові військовим способом відвоювати Крим, зважаючи не лише на величезну сукупність військ, зброї, потенційно ядерної зброї, яка може мати місце в Криму, згідно певних даних експертів, військових і аналітиків, і розвідки в тому числі, але і з шаленою кількістю російських громадян, які були передислоковані для проживання і максимального витіснення українців, українських татар, інших національностей, які проживали до 14 року в Криму. Відповідно, окрім військово-дипломатичного шляху, нам треба дуже чітко розуміти наш план інтеграції Криму до України і розуміння чіткого виселення громадян Російської Федерації, які були чужорідним елементом, звезеним 2014 року з півострову. Але це дуже складне питання. Ми б дуже хотіли, щоб воно, звичайно, вирішило військовим шляхом. Але чи воно буде мати підґрунтя і місце, на жаль, мабуть, ніхто не скаже сьогодні. Дякую вам дуже, пані Соломія. Чохсаглна, що знайшли время, підключились к нам в ефір. Слава Україні! Героям слава, дякую вам. Соломія Бобровська була з нами на прямому зв'язку. Народна депутатка об'єднання «Справедливість», секретар Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Я рада представити гостя, який присоединяється к нашому ефіру. Це Володимир Жемчугов, учасник російсько-української війни, герой України. Пане Володимире, вітаємо вас. Салям алейкум. Доброго дня. Сегодня министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что первые системы «Химарс» уже прибыли в Украину. Об этом он написал на своей странице Twitter, цитирую: «Химарс уже в Украине. Спасибо моему американскому коллеге и другу, министру обороны Ллойду Остину, за эти мощные средства». Конец цитаты. Что это означает для нашей армии? Ну, это означает то, что наша армия будет меньше поддаваться артиллерийскому обстрелу. Вы видите, что на сегодняшний день это самое опасное, это самая главная опасность, от которой мы несем большие потери и отступаем. К сожалению, у нас нет больше других инструментов, как бороться с этим, с российской артиллерией. Я думаю, что это очень сильно поможет украинской армии. А есть у нас понимание, какой радиус поражения у этих систем? То есть мы можем стрелять с ними далеко? По этому вопросу вам лучше обратиться к военному эксперту Олегу Жданову. Это его тема. Окей. Если мы говорим об оккупированных территориях, сегодня, к сожалению, идут ожесточенные бои на востоке Украины, оккупирована южная часть материковой Украины. Президент Зеленский говорил о том, что сейчас решается судьба Донбасса в Лисичанске и в Северодонецке, и это, собственно, определит дальнейший ход войны. Как вам видится сейчас на 120-й день ход боевых действий, ход войны, куда мы идем и каковы наши перспективы? Ну, мои перспективы, то, что я вижу, мое мнение, мы несем большие потери и отступаем. И мы будем продолжать отступать, пока не придут резервы, не придет в необходимом количестве это оружие со специалистами, которые научились им воевать. Пока мы не соберем этот резерв, мы будем продолжать отступать. Угу. Имеет ли место быть партизанское движение на оккупированных территориях, на новооккупированных территориях России? Ну, как вы знаете, с 2019 года мы слабо готовились к новому вторжению, а
по работе с украинским подпольем на оккупированных территориях до 24 февраля вообще перешли только в режим сбора разведданных. Новых партизанских операций боевых с 19 по 22 год ну, почти не было, можно так сказать. То, что успели сделать, когда уже поняли в январе этого года, что все-таки возможно оккупация новая, что-то быстро начали делать для подготовки партизанского сопротивления. Ну, в Херсонской области успели немножко сделать. Там вот сейчас на оккупированных недавно Донецкой, Луганской области, в Харьковской области. Вот только там успели немного сделать. Сделали запасы боеприпасов, оружия в схронах и... Но, как мы видим, такого нападения никто не ожидал, что не то, что там в Херсонскую, даже в Житомирскую и Киевскую область войдут российские войска. Ну, сейчас то, что сделано было, успели сделать для подготовки партизанского сопротивления в Херсонской области и в Запорожской, мы видим результаты. Там есть уже явные такие вот успешные операции партизан. Не только по передаче... Расскажите подробнее, какие именно операции именно в этой территории? Мы что-то слышали про мелитопольских партизан, про херсонских партизан. Насколько эффективны их методы действия? Ну, сейчас, я так понимаю, наше командование сосредоточилось на основных двух направлениях. Первое – это сбор информации о местах дислокации российских складов с боеприпасами и передача их координат с местами расположения украинским военным для нанесения ударов, или же самостоятельный подрыв партизанами этих боеприпасов на оккупированных территориях. И второе направление – это давление на коллаборантов, на вот эти вот вновь создающиеся оккупационные администрации, чтобы как можно меньше местных жителей, предателей Украины шли на работу в эти оккупационные администрации. И вот как мы видим, взрывы в Бердянске, в Скадовске, в городах Запорожской области, где взрываются склады с боеприпасами. И акты давления, физического давления, подрывы машин, поджоги домов местных коллаборантов, предателей. Существует ли опасность для наших партизан, которые продолжают оставаться на временно оккупированных территориях? И что именно, чем это чревато? Ну, люди рискуют своей жизнью. И сейчас мы уже видим, что вот за эти 4 месяца оккупации ФСБ российскому удалось раскрыть несколько наших партизанских ячеек. Люди были блокированы у себя дома, оказали вооруженное сопротивление, большая часть из них погибла с оружием в руках, какая-то часть была тяжело ранена и попала в плен. Я говорю о тех партизанских ячейках, которые разбила ФСБ в Бердянске, в Энергодаре, в Херсоне и в Херсонской области. Они отчитываются на своих каналах, там ФСБ снимают репортажи, показывают места боев в частном секторе, где были блокированы наши партизаны и, к сожалению, погибли. У нас есть уже такие случаи, но мы пока не можем их называть, когда партизаны, которые были подготовленные люди в тех регионах, которые оказывали вооруженное сопротивление, погибли с оружием в руках, и некоторые из них уже были представлены к званию Героя Украины посмертно. Мы не можем пока называть их фамилии, но такие люди уже есть. Никто не сдался, и
Потому что я вижу, с каждым днем партизанское сопротивление все больше и больше расширяется. Да, Министерство обороны прикладывает, помогает этому. Из местных жителей формируются здесь группы на свободной Украине территории. Они проходят военную подготовку, боевую подготовку, получают знания конспирации, умение пользования связью и возвращаются на ту территорию, откуда они родом, и вот вступают в ряды партизанского сопротивления. Дякую вам дуже, пане Володимире. Чохсагулно, что нашли время, подключились к нам в эфир и ответили на наши вопросы. Слава Украине! Героям слава! Володимир Жемчухов, учасник російсько-української війни, герой України, був з нами на прямому зв'язку. А я, к сожалению, уже вынуждена с вами попрощаться. Ненадолго, всего лишь на 5-7 минут. Далее эфир телеканала АТР продолжает информационная программа «Заман». Наши журналисты расскажут вам о самых последних и актуальных новостях, а после мы вернемся в эту студию и продолжим наш эфир. Традиционно к нам подключится председатель Меджлиса крымстарского народа Рифат Чубаров, а также военный эксперт Дмитрий Снегирев. Будет интересно, не пропустить.